Россию вернулись почти 2700 туристов из Башкортостана, которые остались за рубежом после введения санкций и отмены рейсов авиакомпаний. Еще порядка 200 человек предстоит вернуть. Обсудим эту ситуацию, а также перспективы развития внутреннего туризма прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Ринат Фаткуллин, исполняющий обязанности председателя Госкомтуризма Башкортостана. Ринат Зуфарович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Итак, давайте начнем с темы возвращения туристов на родину. Как выстроена работа и каким образом будем возвращать оставшихся людей домой? Выстроена работа, организован штаб, который работает непосредственно по приему заявок от тех туристов, которые находятся у нас сейчас за границей. И в связи со сложившейся вот этой ситуацией с отменой рейсов возникают проблемы, в том числе и с организованными туристами. Тут надо отметить, что у организованных туристов, у которых есть туроператор, у них проблем меньше. У них, да, бывают ситуации, когда задерживаются они, остаются, их переселяют в другие отели, но они в любом случае будут возвращены силами туроператора и будут проживать на той стране за счет туроператора, то есть не понесут дополнительных расходов. Хуже обстоят дела с самостоятельными туристами. Они в этом плане не защищены. И, конечно же, мы ищем более гибкие варианты по возвращению через третьи страны, через открытые аэропорты. Но это каждая история, это индивидуально. Какие рекомендации вы можете дать неорганизованным туристам, которые сейчас находятся за рубежом? Я сейчас называть конкретные аэропорта не смогу, потому что у каждого будет свой, да, это зависит от того, в какой стране он находится. Но это те аэропорта, которые не прекратили авиасообщение с Россией. В целом, какие сложности возникают? Мы слышали, что на оперативном совещании в правительстве, которое провел глава региона Ради Хабиров, говорилось о том, что многие не могут сразу выехать по состоянию здоровья. Много ли таких случаев и что в этих случаях предпринимается? Как я и сказал, каждый случай рассматривается индивидуально. Мы стараемся помочь каждому из людей. Разные ситуации, на самом деле, и с отравлениями случаются. Да? Здесь, конечно, основная задача никого не оставить без внимания. И мы ищем вывозные рейсы. Эти рейсы организовываются Ростуризмом вместе с Росавиацией и с МИДом России. Угу. Туризм – это большая тема. Что еще сегодня актуально? На что направлены ваши действия? Однозначно зарубежные курорты по ряду причин станут менее доступными, и российский турист, он будет искать альтернативу внутри страны. И мы, видя даже ту тенденцию, которая произошла в рамках пандемии, у нас за предыдущий год число туристов увеличилось на 600 тысяч. То есть, соответственно, если в прошлом году у нас по предварительным данным уже 3,5 миллиона, то есть было 2,9 миллионов, в прошлом году 3,5 миллиона. То есть тут, конечно, будет всплеск турпотока в республике, и нам надо быть готовым в этом плане всей туротрасли нашей республики. Что способствовало увеличению турпотока? Только ли закрытые границы, либо привлекательность местного отдыха в республике? Вот как мы выглядим вообще в целом в сравнении с другими регионами? Что вы можете сказать? В республике на самом деле есть что посмотреть. У нас огромное количество гостиниц, это более 1500 гостиниц и мест размещения различного плана. И, конечно, очень много туристических мест, мест показа, хороший комплекс санаторно-курортного лечения, который пользуется успехом во всей России. Необходимо сказать, что мы зимой радуем наших туристов горнолыжными комплексами, которых тоже немало у нас в республике, их 14. Это и зимние виды отдыха. Летом у нас очень распространяется это экотуризм, сплавы, горные походы. Поэтому круглогодично у нас есть чем заняться. И описывать виды туризма здесь не хватит времени на самом деле. Каждый может найти для себя что-то особенное, начиная от этники, заканчивая гастрономией. Поэтому, как всегда, мы очень рады нашим туристам. Мы довольно выигрышно выглядим среди соседних регионов. Основными донорами туристов для нас являются это соседние регионы и те, откуда можно доехать на автомобиле на одном баке. Угу. Инфраструктура, как вы ее оцениваете, бизнес сейчас это драйвер развития туризма, можно сказать, какие меры поддержки существуют, что обсуждается, и вот это взаимодействие республика и бизнес, что видите вы? На самом деле, благодаря вот этим изменениям уже принят ряд больших
изменений в законодательстве в целом гостиничный комплекс по России освобожден от налогов на добавленную стоимость, от НДС. Какой эффект это дает? Это огромный эффект. Это, можете воспринимать это от 20 до 30% улучшения сервиса или удешевления сервиса. То есть в любом случае это скажется на качестве турпродукта и его цене. Потому что это довольно существенная мера поддержки в целом для туристического комплекса республики, да и в целом в России. Это первая федеральная мера. В целом можно сказать, что Ростуризмом проводится, если мы будем говорить только о федеральных, проводится огромное количество работы и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы ожидаем и грантовую поддержку отдельных предпринимателей, которые будем получать от федерации. В этом году мы ожидаем получить 55 миллионов рублей на наших предпринимателей. В том числе благодаря поддержке нашего руководства в республике у нас также мы планируем поддержку грантовую для наших предпринимателей на строительство турбаз, модернизацию гостиниц, строительство нового вида глэмпингов, отдыха, экологичного отдыха на природе. Все эти проекты будут получать поддержку. Давайте поподробнее то, что у нас в регионе, каким образом оказывается поддержка. На самом деле видов поддержки тоже множество, и они индивидуальные. Это и начиная от консультации, республика готова предоставлять земельные участки без торгов для таких проектов. Что для этого нужно? Какие условия входа? Условия входа занижены для туристической отрасли до 10 миллионов рублей. То есть это оптимальные условия. Это стоимость одной квартиры, можно сказать, да, трехкомнатной квартиры в Уфе можно сделать вот за такую же стоимость небольшой глэмпинг и начинать вести уже туристический бизнес у нас где-то на одном из самых красивейших мест на Южном Урале, например. Да, то есть достаточно удобные условия. И земельный участок предоставляем, поддерживаем часть инфраструктуры, подключение к электричеству, если есть необходимость, если нужна поддержка в строительстве подъездной дороги, такие проекты тоже рассматриваются вместе с муниципалитетом и всегда готовы оказать поддержку нашему бизнесу. Давайте представим, бизнес стартовал. Есть ли поддержка в части сопровождения проекта? На самом деле очень много проектов, которые в части чего мы занимаемся продвижением в целом республики. Это в целом, чтобы мы занимались, чтобы республика была узнаваема. Мы проводим несколько исследований ключевых каждый год. И за последние годы порядка, если такое интересное исследование есть, да, не все россияне знают, что Башкортостан находится, например, на территории Российской Федерации. К сожалению, такое присутствует. И последнее исследование показывает, что буквально за предыдущий 2 года нашей работы эта цифра изменилась буквально на 15%. Там сейчас у нас уже узнают 95% опрошенных, до этого было в районе 80%. То есть это в целом говорит, почему у нас большой турпоток. Да, то есть узнаваемость региона влияет на турпоток. Людям интересно к нам приезжать, людям интересно знакомиться с нашей этникой, пробовать нашу национальную кухню. При том, что национальная кухня — это не только башкирская, у нас очень много народностей проживает, и каждый может опять-таки найти себе что-то уникальное и новое. В целом, если мы говорим о поддержке бизнеса в продвижении, то здесь, конечно же, идет консультационная помощь от наших ассоциаций, от наших таких туристических союзов в части рекламы, настройки рекламы, таргетированной рекламы на аудитории, которые наиболее интересны для нашей туротрасли. И участие в выставке «Интурмаркет» у нас остается буквально 1,5 минуты. Подведите, пожалуйста, итоги. Интурмаркет — это один из самых ключевых туристических мероприятий в течение года, в рамках которого мы показываем республику с лучшей стороны, туристической стороны. На сегодняшний день Интурмаркет уже сегодня он заканчивается. Работали мы там 3 дня, я буквально вчера оттуда вернулся. Могу сказать, что наш стенд Республики Башкортостан один из самых больших и самых аутентичных. То есть мы привезли туда юрту, самую настоящую, полностью украсили, наливали гостям горячий башкирский чай, и наши звезды выступали для гостей
принципе, мы видим, что республика обладает огромным интересом и для обычных людей, и для турагентств в целом. Поэтому мы надеемся, что благодаря вот таким мероприятиям республики не только узнают, что она есть, но и узнают ее вкус, цвет, захотят сюда приехать, и эти туристы будут благодарны и будут возвращаться сюда из года в год. Ваш прогноз на 2022 год: турпоток выше 3,5 миллионов туристов. Однозначно. Однозначно. Это можно ожидать? Ну, сейчас тяжело какие-то ставить такие прогнозы. Я бы, конечно, думаю, что спокойно можно достигать тех же показателей, которые мы достигли в прошлом году, если это будет так на самом деле, и ничего нам не помешает. Тут, конечно, очень важно, чтобы не был только турпоток. Важно усиливать качество сервиса и разнообразие турпродукта. Это важнее даже самих цифр. Будем оставаться оптимистами, Ринат Зуфарович. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был исполняющий обязанности председателя Госкомтуризма Башкортостана Ринат Фаткуллин. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.